разбежали зайки. Малыши в теплых костюмчиках греются физкультурой, но уже без обогревателей. Теплоснабжение в детском саду восстановлено. Социальные объекты – высший приоритет. Причем сотрудников «Солнышка» можно назвать настоящими героями Заполярья. Воспитатели и нянечки сами дополнительно обогревали помещение. И детский сад работал даже в самое сложное время. Мы работали без остановки в обычном режиме. Мы создали все условия, чтобы наши дети посещали детский сад. Дополнительные обогреватели включали. И температурный режим соответствовал от 17 до 20 градусов в групповых комнатах. Садик ни один день не был закрыт. Сейчас на соцобъектах поселка восстановлено теплоснабжение. В больнице, детском саду и школах наконец выключили электрообогреватели. Это стало возможно вчера, когда после ремонта и всех пусконаладочных испытаний в работу вступил третий котел поселковой котельной. Сейчас температура на выходе 79 градусов, давление 6 атмосфер. Причем котел якутские коммунальщики отремонтировали действительно стахановскими темпами. В течение 5 дней произведен капитальный ремонт коллективной части. То есть, никакие нормативные сроки это не вписывается. Даже вот федеральные товарищи здесь, которые находятся в министерстве, никак не рассчитывали, что возможно такое сделать здесь. Но, тем не менее, наши люди доказывают другое. Вопреки всем нормативам, работая в 2-3 смены, не жалея себя, эти работы проведены, и мы имеем готовый рабочий котел. Одно только повышение температуры теплоносителя даст существенный толчок в решении проблем с отоплением. На данный момент они есть примерно в 2 десятках домов. Идет ремонт жилого фонда и теплотрасс. Согласно утвержденному плану, все работы по нормализации ситуации должны завершиться уже в начале следующего месяца. Мы ожидаем достаточно серьезное ускорение в вопросах по восстановлению систем в домах, потому что сам теплоноситель будет больше и само собой, что называется, отогреется достаточно много объектов. Но кроме того, здесь продолжают работу бригады, которые приехали сюда со всей республики. Общий контингент присутствия здесь доведен примерно до 130 человек. Обещания внушают надежду, но тексинцы слышат их постоянно. Чтобы в этот раз все было без обмана, в поселке продолжает работать общественный совет жителей. В то же время власти ждут поддержки от народа. Тот общественный совет, который здесь сейчас заработал, мы очень на него надеемся на его инициативы, надеемся на его конкретные проработанные предложения, которые, вне всякого сомнения, будем поддерживать. В тепле работают школы, больница и детский сад. Сейчас садик посещает 90 малышей. И многих из них солнышко действительно греет. Дома просто холоднее. Работы на жилом секторе продолжаются. Афанасий Николаев, Вадим Ганкевич и Афанасий Егоров. НВК Саха, Якутск, Тикси.